Солнечное оно или пасмурное, холодное или теплое, я начинаю с привычного ритуала. Закрываю дверь дома и открываю ту, за которой начинается мой день. Когда я вхожу в класс и сразу чувствую мощный заряд энергии. Горящие глаза детей, их стремление к знаниям, они всегда вдохновляют меня на весь день. Каждый урок – это не просто передача знаний, а пространство, где рождаются мечты и уверенность в себе. Каждый день – это встречи, диалог, сотрудничество. И сегодня на важной встрече мы обсуждали ключевые вопросы с акимом области, акимом города Сатпая, с руководством управления образования. Решали насущные проблемы планирования развития школы. В нашей профориентационной программе запланировано очень много мероприятий, и одно из них – это встречи с учениками. Мы знакомим их с возможностями поступления в вузы, в колледжи, рассказываем об наиболее востребованных и перспективных профессиях. Наша задача не просто дать знания, а научить думать, анализировать, принимать решения. И каждый выпускник, чтобы шагнул в будущее, нашел свое место в жизни. В школе регулярно проводятся встречи с представителями правоохранительных органов, прокуратуры, с работниками отдела полиции. И сегодня в нашей школе состоялась очень важная встреча с начальником отдела полиции. Мы обсудили актуальные проблемы, которые касаются всех нас. Это профилактика суицида, это защита детей от преступных влияний. Безопасность – это не просто правила дорожного движения, это осознанное поведение, ответственность за свою жизнь и жизнь окружающих. Поэтому наряду с правилами дорожного движения мы говорим детям о порядочности, честности, о доброте. И учащиеся участвуют в конкурсах по нравственному воспитанию, где ценится ответственность, гражданственность, умение быть справедливым и правдивым. Медиация – это важная часть школьной жизни, инструмент, который помогает решать конфликты и создавать здоровую образовательную среду. В нашей школе действует комиссия по медиации, где мы разбираем ситуации различного характера. И сегодняшний случай – это непонимание между родителями, учителями и учеником-отличником, который также кандидат в мастера спорта. И преподаватели, обеспокоенные учебой претендента на звание Алтын белгі, а отец беспокоится о спортивной карьере сына. Попечительский совет – это не просто родители, это наши партнеры, единомышленники, люди, которые вместе с руководством школы ставят важные задачи и помогают их реализовать. Они не наблюдатели, а активные участники нашей школьной жизни. И для меня, как руководителя, работа с попечительским советом – это стратегическое управление, умение слушать и договариваться, видеть перспективу и находить решения. Мы обсуждаем проблемные вопросы и ищем пути их решения. Современный мир, он полон соблазнов, и наша задача защитить детей, научить их делать правильный выбор. В школе мы ведем активную профилактическую работу и убеждены, что если предупрежден, значит вооружен. И один из главных ключевых форматов – это конкурс среди старшеклассников по профилактике наркомании и противодействию наркобизнесу. Методические объединения – это сердце школы. Здесь звучат голоса учителей, обсуждаются ключевые вопросы, рождаются идеи. И именно так совместно мы готовим большой семинар по технологии Караева для учителей нашего города, который мы успешно внедряем уже второй год. Наши заседания проходят в непринужденной атмосфере. Чашка чая, кофе, открытый диалог. Иногда достаточно получаса, чтобы принять важное какое-то решение и сразу приступить к его реализации. Ведь школа – это не только место для долгих обсуждений, а пространство для действий. Но важно не только обсуждать, но и учиться. Поэтому по итогам заседания нашего мы проводим коучинг-сессии, передаем опыт,
мотивируем и изучаем новое. Это неформальное, но очень действенное обсуждение, которое дает реальный результат. И настоящий менеджмент действий, когда обучение педагогов становится ключом к повышению качества знаний. У нас в школе ведется углубленное изучение английского языка. Я вижу, как дети, осваивая язык, идут в науку, участвуют в серьезных проектах. Этот проект реализуется совместно с фондом «Устаз-Уфа». И мы сейчас расширяем наши границы. Начали раннее изучение английского языка уже в 3 классах. Рабочий день подходит к концу, но мысли о будущем не останавливаются. Новые идеи, планы, задачи – все это формирует следующий шаг в развитии нашей школы. И настоящий менеджмент – это не просто управление, а умение координировать процессы, видеть перспективы, ставить цели и находить пути достижения. Постоянное движение вперед, внедрение инноваций, укрепление партнерства, развитие творческой атмосферы – все это формирует школу будущего.